Реанимационное отделение Назрановской районной больницы. К моменту приезда нашей съемочной группы здесь находится 3 пациента с коронавирусной инфекцией. Сюда, как правило, переводятся больные, которым была оказана необходимая помощь в инфекционном отделении. Но после ухудшения состояния здоровья пришлось принимать экстренные меры. У пациентки дыхательная недостаточность, были плохие показатели кислорода, показатели, которые нуждались в поддержке неинвазивной вентиляции. Что мы и делаем? Аппарат неинвазивной вентиляции подключен. Сатурация, которая была 80 при поступлении, она 96, то есть динамика положительная есть. На стационарном лечении Назрановской районной больницы находится 64 человека. Гораздо меньше их было буквально 2 месяца назад. По мнению врачей, это связано с тем, что уже на амбулаторном этапе больные получают современные препараты для эффективного лечения COVID-19. Заметно продвинулось оснащение медучреждения в техническом плане. Если нет КТ-исследований у пациентов, то у нас есть возможность в июне прошлого года Минздравом закуплен и установлен аппарат компьютерный томограф. И есть возможность здесь на месте провести это исследование. В апреле прошлого года НРБ была перепрофилирована под стационар, оказывающий специализированную медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией. Сюда привозят пациентов со всего Назрановского района, и не так давно были дополнительно развернуты 140 коек для инфицированных граждан. Приказом Минздрава в койки для оказания специализированной помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в ИРКБ, то есть это Ингушская клиническая республиканская больница имени Ахушкова, они там сокращены. То есть сейчас пациенты с коронавирусом туда не поступают. Все пациенты Назрановского района поступают к нам в ГБУЗ Назрановская районная больница. Они поступают по скорой помощи. Статистика медленно, но верно ползет вниз. Если еще полгода назад в сутки выявлялось по 80-90 человек, то сейчас в 2 раза меньше. Но это во многом благодаря соблюдению в Ингушетии антиковидных мер. Вышел указ главы Республики Ингушетия до 15 февраля 2021 года запретить провести массовые мероприятия, также запретить, именно ограничить организацию общественного питания после 9 часов вечера. Проведение свадебных мероприятий, чтобы было разделено именно на одного человека 4 квадратных метра, чтобы и также соблюдалась дистанция. На сегодняшний день существует 2 российские вакцины, которые способны противостоять опасному вирусу – Эпивак Корона и Гам-Ковид-2. Обе они прошли испытания на добровольцах и считаются безопасными для человека. В конце января в регион прибыло 5600 доз вакцины, а в феврале ожидается еще 7500 единиц Гам-Ковид-2. Все желающие могут бесплатно сделать прививку в медучреждениях, предварительно ознакомившись со всеми противопоказаниями. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.